Здравствуйте! С вами Медиацентр «История и мы» исторического парка «Россия моя. История в Якутии» и журналист Олег Желнин. Историческому парку «Россия моя. История в Якутии» исполнилось 6 лет. В студии медиацентра «История и мы» исторического парка «Россия. Моя история» директор этого парка Дмитрий Иванович Соловьев. Здравствуйте. Добрый вечер. Дмитрий Иванович, 6 лет для парка, нового парка, наверное, в России, это большой срок или нет? Ну, вы знаете, наверное, все-таки это довольно большой срок. С учетом той насыщенности мероприятий, событий, которые прошли в стенах этого учреждения. Мы действительно были одними из первых и вообще были первыми на всем Дальнем Востоке и Восточной Сибири, да? Вот, историческим парком. И, наверное, это для нас в определенном смысле большая честь и ответственность. Я хотел бы подчеркнуть еще одну значимость данного парка. Немногие парки могут, как говорится, сказать о том, что у них есть отдельное здание. Да, в этом плане нам повезло. Было принято решение строить отдельно стоящее, со своим, можно сказать, особым проектом здание вот именно на радиополе. А откройте секрет, кто принял решение строить отдельное здание? Были предложены варианты со стороны Алексея Прокопьевича Дичковского, в то время заместителя председателя правительства, которому было поручено курировать данный проект, Егору Афанасьевичу Борисову, в то время главе Республики Саха-Якутия. И после положительного решения стройка началась. Вот 6 лет прошло, да, парк, так скажем, на свое пятилетие получил новую, так скажем, новое оборудование, новые проекторы. И, честно скажу, этим, наверное, никто не может похвастаться даже в России, наверное, нет? Ну, в России этим могут похвастать, я думаю, наши исторические парки, потому что вся система исторических парков, которая в этом году приросла еще двумя историческими парками. Сколько сейчас всего их? 26. В Мелитополе и в Луганске, это в наших новых регионах уже создаются исторические парки. Вот, они могут этим похвастать.
Но мы были в первой очереди, потому что мы были одним как раз-таки из первых, потому что это более контрастные, более энергоэффективные приборы. Но с появлением нового оборудования появились и новые методики работы парка. На сегодня это универсальные, наверное, когда мультимедийные проекции и, так скажем, прямо вот так можно увидеть действия и с учетом экспонатов. Много всего, насколько я знаю, вы применяете. Вот эта вот электронная часть, она без предметной составляющей, да, она все-таки как-то холодна, что ли, да. Вот, когда человек видит натуральный предмет, который обрамлен вот технологиями современными, да, может пролистать какую-то информацию, да, увидеть изображение, видео, да, и одновременно может посмотреть вот предмет, натуральный предмет истории, это создает совершенно особую ситуацию. Это же еще и дало толчок для вашего творчества. Я так понимаю, у вас появились, я не буду юлить, один из первых парк создал свои региональные выставки. И именно на региональную тематику, и не только, и на всероссийскую, я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Вот наши выставочные проекты, которыми мы можем гордиться, это, конечно же, в первую очередь современная история Якутии. Да? Это большой, очень такой серьезный и в научном плане, и в организационном плане, и в таком инженерном, что ли, инженерно-технологическом плане проект, в котором были привлечены большие силы и средства. И мы вот эту выставку представили к столетию Якутской автономной республики. Она была вот посвящена всему периоду становления вот нашей государственности, да? Причем это до современного времени. И даже будущее было представлено на этой выставке. Были проекты самого разного плана. Мы уже в этом, наверное, можем сказать с уверенностью, что одну, наверное, из первых строчек занимаем в республике по производству выставок на самую различную тематику. В этом коллективе не только молодые, так скажем, работники и сотрудники, здесь есть и ученые, и опытные педагоги, и очень интересные, организаторы от детского до взрослого, так скажем, чтобы выставки были красивыми. Мы затронули только одну часть, да, музейно-выставочную деятельность нашего исторического парка. В действительности наши грани, они гораздо более, так сказать, широкие, да, и разнообразные. И мы проводим мероприятия самого разного плана, вот культурно-досуговые мероприятия для детей, в том числе для семей с детьми, да, для пожилых людей. Проводим очень серьезные мероприятия, конференции, семинары, научно-практические форумы, мероприятия, которые, можно сказать, условно, такими правительственными, да, с участием очень высоких официальных лиц. Все это должно быть на довольно высоком уровне. Поэтому у нас вот специалисты, несмотря на то, что у нас коллектив, он небольшой, 38 человек всего лишь работает, он очень профессиональный, он очень творческий. И это тот коллектив, который может самую любую задачу, по большому счету, выполнить. Но помимо этого, профтехобразование очень усиленно с вами работает. Только недавно закончился здесь конкурс Айдар-Устар, да? Айдар-Устар. Вот он первый год проходит, и это форум, относящийся к креативным индустриям, а мы регион, значит, продвинутый в этом отношении. И я считаю, что вот наша площадка, она, конечно же, очень хорошо подходит, и мы будем всячески этому способствовать, для того, чтобы молодые люди наши находили себя, находили любимую профессию по душе, профессию здесь, в наших стенах исторического парка. Я еще хотел бы добавить, что достижение парка можно уже сейчас считать, это одна из выставок таких больших Якутии и Новороссии. Вот немного о ней. Тематика выставки, конечно, очень злободневная. Наша страна сейчас находится на переломе, можно сказать, да, историческом таком переломе своего пути, да, и она осознает себя собой.
Ну, это же выставка не только мультимедийная, которая рассказывает об истории этого, так сказать, сражения в данный момент. Там же участвуют и предметы, которые прямо привозили оттуда. Это, наверное, это одна часть, одно направление нашей работы по подготовке данной выставки. Конечно, мы проанализировали и переработали большое количество материала. Вся выставка структурирована, да, в тематическом плане, с чего все началось, какие были предпосылки этих событий, вот, как было принято решение о начале специальной военной операции. Вот все это рассказывается, показывается, что происходило с той стороны, как вот строилась антироссия. Вот этот вот ваш результат, наверное, является тем, что его посетил глава республики и главный советник Донбасса, да? И они высоко оценили же данную выставку. И особенно участники СВО. Да, это для меня самая большая награда и для моих коллег самая большая награда. Потому что когда люди приходят на выставку, особенно участники этих событий, и когда они уходят и говорят: слушайте, как вы это смогли вот это сделать? Ведь вы все вот это буквально вот отобразили. Там же мы брали интервью, там мы брали вот эти фото, значит, материалы из окопов, значит, отзывы о наших бойцов у их сослуживцев из разных регионов. Ну, в общем, это очень большая. Наши военкоры предоставляли свои записи, да, просто находясь буквально там под ударом артиллерии, скажем, да. Вот, это очень большая работа. И тут, конечно, я не хочу сказать, что это вот мы такие уникальные и все, да, сами там везде, значит, это ездили и собирали. Мы поэтому обязательно говорим слова большой благодарности искренней вот тем, кто нам в этом способствовал. Потому что это наша общая задача. Но вы же все-таки парк «Россия. Моя история». И здесь внимание должна быть действительно от мала до велика. И главное, это история России. Но я хотел бы еще подчеркнуть, что в нынешних условиях, как им удается создавать такой конгломерат, когда и наша якутская культура, и русская культура, и еще вот такие мультимедийные выставки, они все собираются здесь в парке. Мы все для чего работаем? Мы же для общества работаем. Поэтому мы создаем условия, в общем-то, для реализации вот каких-то творческих идей. Поэтому мы объединяем вот этих людей здесь. Раскрывается творческий потенциал людей. Здесь проводим даже республиканский, вот хоровой фестиваль здесь прошел. Инициативу надо поддерживать. Вот мы для того и учреждение культуры, в принципе, да, ну и в целом мы такой общественный, гуманитарный центр, общественного, скажем, притяжения, центр, в котором, который должен играть самыми разными как бы, от гранями. Русского географического общества до правительства Якутии. Такой спектр. И между ними образовательные мероприятия, Министерство образования, Министерство профтехобразования, различные. И даже форум армии здесь проходил. Дмитрий Иванович, поделитесь, какие планы хотя бы на ближайшее время? Мы реализуем разнообразные федеральные выставочные проекты. Да? А как вам удается вам это сделать? Есть команды, скажем, головного нашего исторического парка, который расположен в Москве на ВДНХ. Там очень большая творческая команда, которая делает очень серьезные проекты. И мы их транслируем через всю систему. Собственно, почему эта система и создавалась, исторических парков? Она создавалась для того, чтобы единообразный контент, да, можно было бы транслировать через всю сеть. Вот были выставочные проекты про Александра Невского, вот лаборатория будущего, вот это вот тоже профориентационный, это же федеральный, общефедеральный проект, да? А сейчас в ноябре мы планируем открыть выставку «Россия», вот, которая будет открыта у нас в Москве и будет, значит, работать до апреля месяца, где участвуют все регионы, вы, наверное, слышите вот это по телевидению, все очень серьезно готовятся к этому. Мы должны будем показать, какие мы, Россия, какие у нас перспективы, чего мы достигли и чего мы можем достичь, вот, обладая тем потенциалом человеческим, да, интеллектуальным потенциалом, промышленным потенциалом, потенциалом нашей территории,
значит, нашей инфраструктуры и так далее, да? Но главное это, конечно же, потенциалом людей для того, чтобы сделать нашу страну еще более успешной, привлекательной, вот, той, в которой удобно и интересно и безопасно жить. Вот. И вот мультимедийная выставка вот на эту тему, она тоже готовится. Вот, Дмитрий Иванович, задачи федерального центра, хочется спросить. Исторический парк «Россия. Моя история» не только мультимедийными выставками занимается, я хотел бы напомнить, первый кинофестиваль здесь проходил. И якутского кино. И мне просто интересно, что впоследствии здесь открылся новый какой-то такой общественный центр, да, где показывают кино, и люди по интересам собираются. Есть такое, да? Да, у нас работает киноклуб «Перекресток», так называемый. Вот. Ну, вообще эта идея у нас витает давно, и мы с Национальным центром аудиовизуального наследия, вот то, что вы говорите, да, и с другими коллегами из вот этой отрасли кино, мы проводили тут либо заключительные какие-то мероприятия этого фестиваля, либо, значит, сам конкурсные вот моменты фестиваля. Еще будет что-то развиваться, кроме выставок, я имею в виду, с точки зрения обновляться, или же планируется еще что-то такое интересное для посетителей? Я так понимаю, это единственный, наверное, парк, да, где вы попадаете и сразу попадаете не только в историю. Вы можете посетить сразу несколько этажей и найти, наверное, все, что вам хочется. Исторические выставки, правильно говорю, экспозиции алмазов. Можете попасть на лекцию, научную лекцию. Можете попасть вообще на квиз. А можете попасть даже на викторину. И вот этот вопрос меня интересует. Сложно ли парку за 6 лет было достичь таких вершин? Ну, конечно, непросто. С одной стороны, есть, конечно, финансовые ограничения, как у всех, но мы в этом отношении, в общем-то, более-менее держимся на плаву, скажем так, да, может быть, даже и показываем более-менее хорошие результаты с точки зрения привлечения внебюджетных средств. Вот люди, скажем, наши партнеры, просто люди, которые приходят к нам, скажем, общественники или кто-то, которые хотят с нами сотрудничать, все равно какие-то там финансовые взаимоотношения возникают, и вот люди хотят с нами работать и готовы вкладывать в это определенные средства. Понятно, что мы тоже должны как-то обновляться, да, вот, приобретать какое-то оборудование, поддерживать наш исторический парк в нормальном техническом состоянии, производить технический капитальный, значит, не капитальный, а, скажем, косметический ремонт. Но вам это удается? Да, приобретать тяжко, но удается. Те же компьютеры или мебель, или стулья для и посетителей, и для сотрудников. Вот непросто, но я думаю, что удается. Дмитрий Иванович, 6 лет. Что вы можете пожелать коллективу исторического парка «Россия. Моя история» и посетителям парка? Ну, коллегам своим я бы хотел пожелать продолжить ту линию успеха, которую мы, в общем-то, я думаю, ведем. Вот, семейного счастья, позитивного настроя, творческого. Ну, а посетителям всегда находить здесь что-то интересное, новое для себя, для своих близких. Вот. Мы всегда рады вам и готовы такое новое и позитивное вносить в вашу жизнь. От имени медиацентра «История мы» исторического парка «Россия. Моя история» поздравляю своих коллег с 6-летием, желаю тоже успеха и здоровья, а посетителям посещайте парк, смотрите и следите за новостями исторического парка «Россия. Моя история».